Финансирование урезано в 6 раз. Вот причина где. Вот корень. Став депутатом Госдумы, я добьюсь увеличения финансирования лесничеств, авиалесохраны, крупнейшие корпорации, в том международным капиталом. Это и алмазная, нефтегазовая, угольная корпорация, крупные компании по добыче золота, серебра, сурьмы, сейчас вот железные руды начнут добывать. Они могут и должны на соблюдение вот требований экологии выплачивать, сами направлять большие деньги. До 10% чистой прибыли направлять в целях обеспечения соблюдения требований норм экологии. В России нет экономической политики. Да и промышленной политики как таковой особо не видно. Нужно дружбу заводить по-другому. Или вот партнерство деловое. Вот, общественное, вот, корпоративное вот, партнерство. Как известно, избиратели России, в том числе и Якутии, 19 сентября будут выбирать своих представителей, депутатов в Государственную Думу. А сегодня в нашей студии кандидат в депутаты Государственной Думы, выдвинутый Российской экологической партией «Зеленый» Егор Петрович Жирков. Добрый день, Егор Петрович. Добрый день. Ваше выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы стало для многих неожиданностью. И вот вы можете рассказать, почему вы выдвинулись и почему именно от партии «Зеленый»? Ощутил вызов времени. Решил принять участие в этих нынешних выборах в Госдуму. Есть потенциал, ощущаю, опыт, способность быть защитником интересов якутян. А почему от зеленых? Потому что нынче тренд такой. 4 партии выдвигают свои одномандатных кандидатов, а остальные 5 человек все подались малым партиям. Зеленая повестка в этом году как никогда актуальна, особенно для Якутии. Прошедшие пожары, нанесенный ущерб нашим лесам, нанесен ущерб поселению Бескёль. И для якутян, для нас, это было большим шоком. Вот можете рассказать, а в чем, на ваш взгляд, причина этого, и как вы предполагаете с этим бороться? И что вообще должен сделать депутат Государственной Думы, которого выберут якутяне? Пожары этого года, охватившие огромные лесные территории республики, это бедствие, колоссальный урон населению в природе. Первопричина какая? Раньше начинали парашютисты пожарные. Они спускались на парашютах и гасили очаги возгорания в самом начале. Это была система. Где-то в 1989-90-х годах до этого времени парашютно-десантного состава было у авиалесохраны нашей республики порядка 1200 человек. 1200. А несколько лет назад, последние годы, это всего 200 человек. Сравните. Финансирование урезано в 6 раз. Вот причина где. Вот корень. И как став депутатом Госдумы, я добьюсь увеличения финансирования лесничеств, авиалесохраны, таким образом, чтобы численность парашютно-десантного состава вновь стала на уровне 800-900 человек. Также считаю целесообразным авиалесохрану передать структурное подразделение федерального центра. Тогда будет оперативное реагирование на пожары. Сейчас как? Или в прошлом году, позапрошлом году. Начинается пожар, начинается некая бюрократия. Пока нет ЧС, это чрезвычайная ситуация не объявлена, то
силы большие не задействуются. Они и маленькие, и то не задействуются. Со стороны не привлекается федерального центра, региональных других центров. И вот, а когда будет федеральной структурой, тогда будет оперативность. Вот. Кроме того, здесь есть принципиальный момент. Леса – это федеральная собственность. Кто? Собственник, кто тебе отвечает. И, следовательно, должно быть, вот сейчас как вот тушение пожаров – это как бы переданные полномочия республики. А должна быть тогда полностью федеральная ответственность и полномочия, соответственно. Поэтому здесь нужно внести соответствующие изменения федерального закона по лесному хозяйству, в лесном кодексе изменить его и изменить нормативы. Не исходить от количества там, численности населения, а от количества 1000 гектаров или 100 гектаров лесов. Тогда будет совершенно другое. Ведь наша республика – это 1/5 России. И наши леса – это 1/3 лесов России. И, соответственно, должно быть финансирование. Хорошо, спасибо. С лесами как бы стало все понятно. Но мы не раз, и не два, наверное, и не три становились свидетелями того, как недропользователи, экономя на экологических стандартах, наносят вред окружающей среде. Ну, в первую очередь, нашим рекам, опять же, лесам, животному миру. И вот как можно заставить добывающие компании относиться по-хозяйски к территории промышленного освоения и как соблюсти разумный баланс между промышленным освоением региона и сохранением окружающей среды? Елена, в моей предвыборной программе что нового, что это я предлагаю принцип зеленого недропользования. Если его расширять, тогда это будет зеленый принцип, как выставление требований, соблюдение требований экологии. Возвращаясь к недропользованию, замечу, что у нас в республике крупнейшие корпорации, в том международном капитале. Это и алмазная, нефтегазовая, угольная корпорация, крупные компании по добыче золота, серебра, сурьмы, сейчас вот железные руды начнут добывать. Все они в состоянии, в финансовом хорошем состоянии, они могут и должны на соблюдение требований экологии выплачивать, сами направлять большие деньги. Какие такие большие деньги и на какой основе? Тут давайте мы обратимся не только будем исходить от федеральных законов по охране природы, но обратимся к международным экологическим стандартам. Вот мы, якутяне, нам, якутянам, необходимо выставлять требования соблюдения этих международных экологических стандартов, норм от крупных корпораций. До 10% чистой прибыли направлять в целях обеспечения соблюдения требований норм экологии. Вот тогда не будет загрязнения реки Вилюй, тогда не будут волноваться жители Верхоянского луса от последствий освоения серебряных месторождений или сурьмяных. Тогда не будет там по востоку и по югу Якутии урона природе от золотодобытчиков и ущерба для населения юга Якутии. Какой размер отчислений вы предполагаете? Вот здесь это вопрос современный, надо сказать, выходящий за рамки нашего федерального законодательства. В Канаде, Европе, Северной Европе, Америке, в других странах на экологию пишут, что направляет до 10%, иногда даже до 20% чистой прибыли. Это корпорации большим капиталом. Наши корпорации, они мирового уровня. Их капиталы идут, их выручка, вернее, их продукция идет на мировой рынок. Выручка долларовая. И, соответственно, и прибыли хорошие. И поэтому здесь есть основания для того, чтобы такой принцип зеленого недропользования, чтобы стала и нормой, которую будет предъявлять общественность нашей республики, экоактивисты, поддерживать власть республики.
Спасибо. И вот еще вопрос об экономике, потому что мы все видим, что экономика Якутии развивается по несколько другим законам, чем, скажем, экономика средней полосы. И в своей программе вы говорите, что развитие улусов и городов Якутии, в том числе Якутска, должно опираться на существенное финансовое и материальное участие корпораций, которые, скажем, черпают наши недра. Вот как вы представляете этот процесс? Я оцениваю, что в России нет экономической политики. Да и промышленной политики как таковой особо не видно. Что касается экономики республики, здесь контраст. С одной стороны, недородобывающие компании, корпорации, у них развитие стремительное. Они хорошо черпают недровые богатства и, соответственно, темп развития. Даже настолько хорошо, что Алдан Золото раньше обращалась за услугами в ремонте запчастей, других техники и других позиций к жителям, массово обращался к жителям Алдана, Нижнего Куранаха. А сейчас они самодостаточны, и люди Алдана оказались брошенными в этом плане. А другая сторона экономики. У нас есть еще другая экономика или нет? Вот вопрос. Местная промышленность. Она в застое. Если она есть, то она в застое. Что мы производим сами, якутяне? Город Якутск – это город людей белыми воротничками. Скопление людей, госслужащих, бюджетников, силовиков. А где производители? Сколько мы производим? Город Бийск – 200 тысяч человек, не 300, как Якутск. Там производят порядка 15 миллиардов высокотехнологической продукции. Правда, город Бийск – это 10-й наркоград Советского Союза. Там наука, технологии, производство все были вместе еще с времен предыдущей системы экономической системы. Там была система экономическая. И нам нужно, чтобы в городе Якутске, в малых городах, районных центрах, улусах, чтобы люди среднего поколения и молодежь сделали прорыв в массовом создании малых производств. Появление и расширение новых видов доходного занятия. Рабочие места нужно, чтобы они созданы были. Кроме много рабочих мест. Они с чем должны быть связаны? Высокими технологиями, как IT и другие композиции, другие. Но и просто современными. Да и просто Но не обязательно не только услуги, не только торговля, а именно замена, производство товаров, вещей, которые завозятся извне, с центра России. Сейчас логистика тяжелая, дорогая. Выходить на то, чтобы на самообеспечение, создавать новые продукции. И для этого должны быть региональные, местные проекты. Некоторые курируются какими-то программами развития республики, Дальнего Востока, федерального уровня, но это мало, мизер. А нужно достаточно заметно, чтобы было. И нам нужно вновь, чтобы лицом к нам были эти корпорации горнодобывающие, алмазные, Сургутнефтегаз, Транснефть, такие угольные компании, нефтегазы, мы сказали, алмазная наша компания, чтобы аппарат управления обратно пришел мирный и больше обращал внимание трудозанятости людей, окружающих городов и сел занимались. Тогда нужно дружбу заводить по-другому. Или партнерство деловое. Общественно, корпоративное партнерство. Это такой выход я предлагаю. Обратить на это внимание, заниматься этим направлением. Возвращаясь к вашей предвыборной программе, хотела сказать, что уже стало традицией говорить о поддержке и сохранении сельского хозяйства, традиционного уклада, традиционных занятий, как народов Саха и других малых народов Якутии. Но вы предлагаете дать реальную возможность на реализацию права пользования земельными и лесными участками по всей республике, в том числе и с целью извлечения недр. Это, по сути, революционное предложение. То есть вы предлагаете якутянам изменить свой уклад на селе и самим стать недропользователями.
эта часть программы моей вот, предвыборной, она тоже, я считаю, она вот, призывает по-новому взглянуть на жизненную нашу ситуацию. Вот. Это касается, вы сейчас акцентировали внимание на сельчан. Вот. Скотоводство и коневодство для народа Саха, оленеводство для северных народов – это основа жизни, основа жизнедеятельности. Без этого нет и будущего этих народов, наших коренных народов. А в то же время, кроме уровня существования, нам нужно, чтобы был уровень развития. Развиваться, чтобы вот для молодежи создать перспективу, для этого нужно новое направление доходного занятия. И в этом плане возникает вопрос, на основе чего, как. Вот. И вот здесь мы мало обращаем внимание на то, что вокруг нашей республики мы в основном обитаем там, где вот по берегам рек, где уже есть поселения, города, поселки, села, а мало обращаем внимание на горы. А тем временем вот у нас 60% территории республики, даже больше, это горы. Везде горы. И не так уж далеко они, на самом деле. И вот в них есть полезные ископаемые. Кроме вот тех, которые я обозначал, есть еще другие. Вот, среднемагнезиальные, есть породы, которые гораздо получше, 2 раза, 3 раза лучше, чем известняк для строительного, как основа для строительного материала. Есть материалы для того, чтобы огнестойкие строительные материалы создавать, на их основе делать, производить. И технического назначения можно продукты делать на основе наших минералов и пород. И они сотнями тысяч тонн, кубов, миллионами имеется. И поэтому я предлагаю, чтобы обратить внимание на Алданские горы. Это касается и меганокангаласов, ус-алданцев, жителей города Якутска, Тампонского луса. Потому что иметь там, получить там гектары, 10 гектаров, 5 гектаров, другие участки, вот, заниматься отходами разных видов промышленности. У нас в советское время было довольно, еще больше, не менее развита эта промышленность горнодобывающая. И на основе этого создавать новые виды доходного занятия. Вот один из рецептов, как и на основе чего расширять, создавать это малые производства. То есть создавать некую стройиндустрию в сельской местности. Да, теперь можно перейти даже к этому направлению, которое отражено тоже в моей предвыборной программе. Здесь основа для сырьевой базы, вот для вот пески и вот эти щебенки откуда, у нас все 100% вот известняка. А нужно, чтобы местное сырье использовалось. Это касается и Средней Колымы, Верхоянского, это касается даже Ус-Алдана того же, или Мегалдана, Харалдана, вот Тампонского улуса. Это касается вот других вот центральных улусов и Вилюйской группы улусов тоже. Горы недалеки совершенно. И вот здесь получается, это одна основа есть. А другая вот, необходимость даже сейчас возникает, буквально вот в течение вот года, в течение всего года, даже не 1,5 года, цены на брус, на строительные материалы, пиломатериалы возросли сколько раз? 2 раза? 2, да. 2,5 раза. Вот сколько стоит вот этот деловой лес на берегу Нижнем Вестях или вот здесь вот на Даркалахе, это уже и при том становится даже дефицитом, потому что причина здесь почему? И почему, вот ответ потому что вот в Иркутской области огромные там объемы пошли на Китай. И древесина стала и в таком виде, и в виде вот пилорамы и пиломатериалов, и делового леса стала валютной продукцией. Да. И, соответственно, цены вдруг оказались мировые. И это распространилось на нас. Не только из-за дефицита. Дефицит из-за этого, из-за огромных объемов экспорта на Китай появился. На самом деле, по сырьевой базе, по Алекминске или там откуда угодно, там Иркутского, дефицита сырья нету для делового леса. Вот. И получается в этом плане вывод какой из этого?
уже становится, через год-два это будет реальностью. Каменные дома частные станут дешевле строить, чем брусовые дома. Кроме того, брусовые дома, мы знаем, они требуют утепления. Но, кстати говоря, и от тяжелого камня, вот этого обычного известняка, они тоже будут требовать. Но, тем не менее, даже в таком виде они будут дешевле, чем деревянное строительство. Поэтому уже это становится необходимостью подумать, повернуть свой менталитет в сторону каменного строительства. Не везде, но все-таки вот если объединять наслега, даже улусы, то местная сырьевая база есть. И по песку, и особенно по щебню. Там, если обратить внимание на плотные горные породы, то они, каждая плотная горная порода, они лучше, чем известняк. Вот почему я считаю, что нужно создавать малые базы индустрии строительных материалов. Вот одну базу для одного улуса, может быть на два улуса, если близко они малые по территории улусы. Но у нас какие-то разбросаны и по территории тоже довольно большие. Ну, конечно, объем рынка небольшой в каждом улусе, если взять. Поэтому в зависимости от этих факторов нужно создавать эти малые базы индустрии строительных материалов. Карьеры, бетоносмесительные узлы БСУ и производство блоков каменных, производство пеноблоков, пенобетона вот, производить. И на основе этого делать пенобетонные вот, дома, строить себе. Вот это будет и дешевле, и экологичнее будет, и будет теплый дом. Спасибо. И вот еще вопрос, о котором вы говорите в своих тезисах. Вы говорите о цивилизационной отсталости города Якутска, других городов республики и улусных центров. Ну вот что вы имеете в виду? Потому что мы-то считаем, что мы неплохо живем. У нас в городе Якутске, ну, по крайней мере, асфальтом покрыты дороги, стоят многоэтажные дома, ну, строятся каждый год новые здания. Мы пользуемся водопроводом, канализацией, ну, худо-бедно озеленяется город. Вот почему вдруг возник вопрос о цивилизационной отсталости и как вы предлагаете эту проблему решить? Вот слушая вас вопрос, у меня возникло вот... сомнение. Я вспомнил слова Солженицына. Когда-то в 90-е годы он прибыл вот на восток России и Дальнего Востока на поезде доехал до Москвы. И после того, как общался с людьми, он сказал, главная проблема России, главная задача сбережения народа и обустроить страну. Какова у нас обстроена столица? Каков уровень благоустройства? Люди мы привыкли смотреть вокруг вот таким привычным взглядом, своим обыденным взглядом, каждодневным взглядом. И не замечаем, насколько мы отстали, насколько мы от этой уровня жизни, благоустроенного уровня жизни современного мира. У нас в городе, в столице нет уличной системы водоотведения, канализации нет. Ее нет и в улусных центрах, в малых городах. Это требование цивилизации. У нас тротуары в 17-м квартале, в Залаге или Сайсарах, где мы видим каменные тротуары для того, чтобы женщины могли ходить в туфлях и сапожках. Вот. И у нас мало благоустройства в теплых домах, частных кварталах, это и в улусных центрах мало благоустройства. Это, надо сказать, та вещь, которой не следует стыдиться. И обратив внимание, мы, наоборот, должны начать считать, в чем наша отсталость, где и насколько. Да, в центре нет отсталости, где-то даже в улусах, на слегах есть благоустроенные дома, везде и с душем, и
септиком, все есть. Вот. А недавно я был в маленьком селении, вот. И там в одном, ну, в другом, вот так пальцем посчитать. А остальном 90% нет цивилизации. Поэтому цивилизационное осталось. А почему я его заостряю, эту проблему, вот при выборной программе, и, конечно, я не правительство, и не мерия, тем более, да, и любой депутат, став депутатом, он не может сказать, что я решу эту проблему. Но это такая проблема, которую надо заострить, выпячивать, и осознавая, я осознаю, что даже город Якутск и даже республика не в состоянии преодолеть эту вот отсталость цивилизационную своими силами, своими финансовыми средствами, бюджетами. Что такое бюджет годовой города Якутска или там города Вилюйска? Это на текущие расходы, затраты. Там, в сельской местности может быть 24-30 миллионов на расширение дорог. А это сколько там отсылка сделать? Ну, несколько километров и все. Такими темпами идти к цивилизации, к безопасным дорогам или отлично обеспеченным с противопожарной точки зрения двухэтажным жилым домам, то это мы дойдем до цивилизации через полвека. А нужно вот в течение 10 лет, 12 лет разрешить эту проблему. А для этого нужно все это посчитать, все это образовать в виде целевой программы, обратиться в федеральный центр. Вот мы Якутия форфос всей Российской империи в 17-18, 19 века, в 20 веке вот такая-то часть Советского Союза, в 20 веке мы пятая часть России, и давайте, и мы, конечно, мы окраина, и мы отстали от цивилизационного этого уровня, и поэтому помогите, поддержите, выделите финансы, чтобы в течение там 10 лет, как город Казань в течение 10 лет освободился полностью от деревянных домов и каменных, ветхих, аварийных домов. Это у нас тоже проблема. И тогда будет город в полном соответствии с нормами цивилизации. Давайте поговорим о реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эта реформа идет ни шатка, ни валка, и возможно, что региональный оператор, он даже и не выполняет свои функции, особенно за пределами города Якутска. Вот вы что можете сказать и предложить в этом смысле? Горожане даже, наверное, не используют вот словосочетание или букву, аббревиатуру ТКО, а в сельской местности это уже используют. Твердые коммунальные отходы. Реформа эта идет 2 года, не очень заметно по результатам, но уже 115 рублей с каждого жителя Сотенцев или Сангаров требует. Это как взнос вот за капитальный ремонт. Будет капитальный ремонт в 49 году или в 29 году, или через 3 года требует. Ну и мы уже привыкаем к этому, привыкли тоже платить. А за что платить? Возникает вопрос. Что предусматривает эта реформа ТКО? Реформа ТКО предусматривает разделить вот стекло, пластик, бумаги, жидкие, твердые отходы, да? А, например, в сельской местности практически все банки, бутылки, да и в многих местностях уже такой ЗОЖ, что их и не такое большое количество бутылок. Все это идет на хозяйство. Бумаги сжигаются. И тогда за что получается? Утилизации нет. Вот это главное требование, главная составляющая реформы ТКО должно быть твердокоммунальных отходов, это утилизация. Разве есть у нас в Якутске на 120 тысяч тонн мусороперерабатывающий полного цикла завод? Нет. Это мечта. Вековая мечта становится. Какое продвижение? Вопрос открытый. У ЛУСов есть что-то, оборудование, которое по утилизации тех или иных уже становящихся опасными уже в этих огромных свалках? Они уже заметны становятся свалки. Уже теперь возле там поселках и селах уже становится чище, а свалки становятся все больше и больше. И вот поэтому здесь, во-первых, есть такие же несуразности в этой реформе ТКО, или твердобытовых отходов, или твердокоммунальных отходов. Есть несуразности, не учитывается наше региональное
наши вот сельские, северные особенности. А так же, как где охота, рыбалка, настолько там пошли запретительные или там оградительные меры от того, чтобы там был незаконный там ловля рыбы, да, или там охота, это Приморье может быть, а у нас такого нету, для того, чтобы кормить, как говорится, полдальнего Востока никто рыбу не ловит. Ну, да. Вот, поэтому, а тут такие запреты и такие ограничения, что законы против людей работают. И вот тут не сколько против людей, а сколько нужно, вот на свою коренную задачу вот эта реформа не работает. И надо, прежде всего, потому что она не соответствует. И депутат Госдумы может здесь с участием вместе руководителей городов, там, на примере каких-то конкретных городов, улусов, даже сел, таких как Сотинцы, где глава очень в этом плане оказывается продвинутый глава села от Наслега. Настолько он продвинутый и все в этом плане знает, понимает все тонкости. И даже он лично дошел до Министерства экономического развития России, под которым вот эта вся сеть этих региональных операторов и федеральных операторов. Представляете? Но он видит тупик. И вот нужно, чтобы, став депутатом, я, возможно, займусь этой проблемой. Да, невозможно, а поскольку она начинает осознавать не только в программе, это обозначено зеленый принцип, но и уже избиратели много говорят об этом. Поэтому это задача, которую придется решать и через федеральный закон. Хорошо. И давайте поговорим о зарплате учителей. Даже не столько о том, когда повысят зарплату учителям, а видят ли власть придержащие эту проблему на сегодняшний день, собираются ли они ее решать, и вы, в случае избрания вас депутатом, каким образом поучаствуете в решении этого вопроса? Тема близкая для меня, поскольку, когда я был министром образования в начале 90-х годов, здесь народное образование было в приоритете, не только концепция обновления развития национальной школы, но и сформирована была в республике государственная национальная региональная система образования, и уровень оплаты труда учителей был первой тройки всех отраслей, 18 отраслей тогда, помню. А сейчас почему это становится проблемой? Она может быть и не видна как проблема, потому что больше даже замечают журналисты уровень оплаты труда руководителей, или по городу Якутска совсем, скажем так, неплохая, хорошая зарплата педагогов, но причина другая. Не потому что так государство заводится, а потому что система оплаты труда, новая система оплаты труда 2008 года внедренная, НСОТ так называемый, и подушевое финансирование, там заложен принцип. И, соответственно, при 35-40 учениках в классе, в 3 классах по норме для учителя, и получается 18 часов или 27 часов, это нередко и массово, да? Тогда получается довольно хорошие, там 60, 70, 80 тысяч уровень зарплаты, может быть, у русского языка учителей, математики. Но как только дальше идем, то возникает уже эта проблема. Полагаю и нахожу подтверждение со слов управленцев и педагогов, с которыми общаюсь, что текучесть кадров и даже нехватка кадров. Выпускаются учителя, молодые люди высшего образования, но не доходят до школы. И уже русский язык, биология, другие там предметы становятся, школа появляется уже, многие школы сельской местности на севере без учителей таких предметов. Это уже не проблема учителей, зарплаты, да, из-за зарплаты это получается, понятное дело, а не проблема даже этих сел и поселков, а проблема общая, республиканская и государственная, обеспечение Конституцией предусмотренных прав молодежи, детей получать образование. Какое образование без уроков математики, согласитесь? Как он будет сдавать ЕГЭ? Поэтому здесь вы правильно
подметили вот, ну, слово вот, власть, придержавшая на это обращайте ли внимание, пора им обратить на это внимание. Иначе вот получается, что в республике не будет соблюдаться конституционные права, не будет обеспечиваться, не будет создаваться. Это государство обязано по Конституции России создавать условия для получения образования. И дело в том, что вот когда мало количество учеников, вот уже система СНСОТ, он начинает изживать, ну, свои, вот, исчерпывать свои ресурсы, скажем так. В свое время она была хороша, а потом, оказывается, ну, она не только была хороша, но и упорядочивала. Как бы делала какой-то, ну, принцип во главу поставила, а сейчас вот из-за этого становится проблема обеспечения учителями и текучка кадров. И нужно на это обратить внимание. А каким образом решать это? Во-первых, не только обратить внимание власти республиканской, Министерства образования, республиканской власти, федеральной власти, но еще понять, как это суметь. То есть разработать, да, преодолеть эту проблему, ну, разрешить. И учительство в республике – это большая армия людей. И в сельской местности учителя, воспитатели детских садов, которые вот детские сады мы сохранили в свое время, да, вот в нашей республике единственный регион, где сохранили детские сады в 90-е годы. Я здесь внес свой вклад лично. И потому что мы образовали, ну, понятие такое новое. Там такого, а тут дом. Дошкольное образовательное учреждение. Слово там школа, и потом образование. И тем самым пристегнули все детские сады оптом системе народного образования. И депутаты, правительство все это тогда приняли, и до сих пор такая хорошая система у нас действует. Но одновременно вот только они, вот эти воспитатели детских садов, учителя сельской местности имеют скромную, но живые деньги. А 30 тысяч, там, 35 тысяч, там хорошие, но это недостаточно для качества образования, это недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни, потому что стоимость жизни совершенно другая. Около 10 лет почти не меняется, по крайней мере 4-5 лет не меняется сам уровень оплаты труда учителей, педагогов. Шире взять. Где-то увеличивается, но такие вот опять вносятся коррективы, что снова вот это остается. А цены идут вверх. И вот эта ножница, сегодня она предопределяет большую проблему. Я считаю, что эту проблему надо решать в целом по стране. Я уверен, что вот в течение там, ближайших 2-3 эта проблема должна быть разрешена. Учительство должно, слово учитель должно звучать и гордо, и достойно с точки зрения вот, уровня оплаты труда. Это, конечно, там не совсем решается на уровне республиканской, но республика может тоже, как и в 90-е годы, здесь поставить эту проблему и продумать, как так, чтобы оно по всей стране, и в том числе в нашей республике, с учетом наших вот особенностей, малокомплектности, недоступности, доступности, где вот численность учащихся не только в больших школах, но и в средних, поселковых, малых городах, вот школах, когда отойти от этих больших школ, уже проблема. Вот это вот, чтобы суметь учесть этих новых увеличения, ну, не то что увеличение финансирования народного образования, не то что увеличение зарплаты, а поднятие уровня зарплаты до достойного нормального уровня. Мы всегда говорим о том, что молодежь – наше будущее. А вот какое будущее мы можем предложить нашей молодежи? Вот что бы вы хотели сказать молодежи? Ну, во-первых, я хочу обратиться, два слова сказать молодежи. Вот молодежь нынче говорят пассивно. Даже говорят, что выборы для них это ничто. Но именно молодым предстоит через время взять на себя ответственность за страну. Шаг к выборной урне – это шаг в будущее России. Это поступок гражданина, гражданский поступок. Поэтому я призываю молодых людей прийти 19 сентября на выборы в Государственную Думу и сделать свой свободный выбор. Что касается вот, сути вашего вопроса, как я его понимаю, вот, на этот вопрос, то
нас, в нашей Якутии, у молодежи, с одной стороны, открыты, как говорится, слишком много даже открытости и до неопределенности. Никто не ждет не только в выборных урнах, но и после вуза не ждет рабочих местах, нет распределения. Вот. Это одна сторона вопроса, но другая вот сторона вопроса, что вот трудоустройство, занятость. Будет время, когда через 20-30 лет, когда каждый третий житель вот среднего поколения нашей республики, 30 лет, 40 лет, вот между ними, вот скажем, будет иметь свое занятие, доходное занятие, собственное. Каждый второй молодой человек будет иметь вот свое собственное занятие. Это мы сейчас шире, чем вот того, чтобы быть просто предпринимателем или ИП иметь. Это я имею в виду и самозанятость, это я имею в виду без привязки к организационно-правовому статусу вот, трудового занятия, а именно каждый человек должен иметь свое доходное занятие. Раньше говорили, будь образованным, там, получай вот, высшее образование или какое образование, а сейчас должен быть такой, что вот раз 21 век, молодежи я обращаюсь и говорю, что 21 век это век технологий, век умения. И век определения, самоопределения своей жизни и своего жизненного пути. Брать пример молодежи следует молодежи вот Южной Кореи, например, 30 лет назад, которые поколение было. Они сделали прорыв своей страны к технологиям. Через технологии вышли на путь развития. Возвращаясь к тому, что вот мы даже резюмируя наш разговор, у нас не развитое местное производство, мы сказали, у нас цивилизационная отсталость, либо у нас вот, уровень зарплаты плачет, вот, и либо у нас мы будем, как говорится, вот в этой отсталости еще дальше, и бедности, и отсталость, и бедность одолеет нас, либо мы должны найти свою тропинку, вот каждый вот молодым людям я обращаюсь, свои тропинки, тропы для создания вот своего вида доходного занятия, и через это массивы, целых вот массивов молодых людей, масса молодых людей, мы выйдем, сделаем прорыв в своем развитии. И создание вот доходов не только семей этих молодых людей, а доходов улусов, городов и нашей республики, расширить доходную базу от населения. Вот тогда будет развитие, я считаю, тогда будет у нас стабильность. Именно вот и в сельской местности, и в городе. А у нас сейчас ощущается отсутствие перспективы, тупик вот у молодежи. Преодолеть этот тупик, это значит иметь видение, что впереди, поставить перед собой задачу, цель и направить свою волю. И тогда мы выйдем на путь развития. Я хочу, чтобы наша Якутия выходила такие вот крепкие вот ногами на рельсы якутяне, прежде всего я имею в виду, не вахтовиков, а якутяне, чтобы вышли мы на крепкими ногами, крепкой поступью на широкие рельсы развития. 21 век требует этого. Спасибо, Егор Петрович. Вам спасибо. Спасибо.